Мой дедушка Сорокин Николай Иванович родился в 1918 году. Был призван в армию, там и застала его война. Имел звание сержант, 2 раза находился в плену у фашистов. При ранении потерял ногу, имел боевые награды Ордена Отечества. Наш прапрадедушка Павлов Михаил Федорович родился в 1912 году. Окончив школу, поступил в техникум на агронома. С 1933 года работал бригадиром в колхозе. Когда началась война, много мужчин ушли на фронт. Прапрадед отправился с ними. В 1941 году участвовал в ожесточенных боях под Москвой. Там же получил ранение в ногу. Большую часть войны прапрадед был политруком. Михаил Федорович участвовал в штурме Кёнигсберга, во взятии Берлина, за что был награжден. Он всегда верил, что мы одолеем врага, и победа будет за нами. Всего прапрадед получил 2 ордена и 13 медалей. Мой дядя, Шалагинов Павел Сергеевич, родился в Кировской области в 1926 году. По окончании 10 классов в возрасте 17 лет в 1943 году ушел на фронт. Служил в 186-м артиллерийском полку артиллеристом. Награжден медалью за отвагу, медалью над победой над Германией и орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. После окончания войны еще 5 лет служил в армии. С 1950 года он работал на военном заводе инженером-технологом. Был награжден множественными государственными наградами. Умер в 1998 году. Светлую память мы сохраняем о нашем дяде в нашей семье. Зозуль Петр Андреевич, мой дедушка. Родился в 1908 году. В возрасте 31 года в 1939 году ушел на фронт. Он прошел 2 войны – финскую и Великую Отечественную. В 1944 году был контужен. Наши войска далеко прошли вперед во время наступления. Местные жители пошли по полю собирать тела погибших солдат. И один из местных жителей откопал моего деда и обнаружил, что он жив. После госпиталя дед вернулся на родину. Он работал плотником и бондарем. Прожил долгую, счастливую жизнь, хотя был инвалидом по слуху. Вырастил детей, поднял на ноги внуков. Умер в 1998 году. Мой дедушка Шалагинов Сергей Сергеевич родился в Кировской области в 1904 году. В июне 1942 года ушел на фронт. Воевал на Ленинградском направлении. В декабре 1942 года он пропал без вести. И уже более 10 лет вся наша семья разыскивает место захоронения дедушки. К сожалению, никаких известий по этому поводу нет. Вся наша семья с благодарностью вспоминает поколение наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Екатерина Рыскова, старый солдат. Уж сколько лет все снятся эти сны, тревожа сердце старого солдата. Никак не может он прийти с войны, он все еще воюет, как когда-то. И вот опять идет он в самый первый бой. И отступить назад нельзя ни шагу. Друзья, что пали в битве под Москвой, с ним перед боем приняли присягу. Его гранатой взорван вражий дзот. От роты их осталось 48. Бросок вперед, вдруг ожил пулемет, и смерть опять очередями косит. В который раз врагом окружены, но вырвались к своим из окружения. А про войну мучительные сны, как сериалы, жаждут продолжения. И он ползет в разведку сквозь снега. Повсюду мины, путь назад отрезан. Пробитая осколками нога горит, еще не ведая протеза. А после средь безмолвной тишины терзают раны старого солдата. Никак не может он прийти с войны, закончившейся в давнем 45-м. Мой прадедушка Ройчев Егор Захарович родился 15 февраля 1925 года в селе Гам. Когда ему еще не было 18 лет, он отправился на фронт.
Будущие солдаты шли пешком несколько суток до станции Ираэль, 120 километров. Потом ехали на поезде до Кирова. Мой прадедушка участвовал в освобождении города Белая Церковь на Западной Украине, а также воевал в Чехословакии и в Польше. В 1944 году мой прадедушка получил ранение в ногу, а в голову попал осколок. С марта по июнь в 1944 году мой прадедушка пролежал в госпитале. В конце июля 1944 года моего прадедушку выписали, и он продолжил воевать. В конце декабря 1944 года их взяли в плен. Только через полгода они освободились. Мой прадедушка также дошел до Берлина, и у него есть медали. Я горжусь своим прадедушкой. Я хочу вам рассказать про своего прадеда, о Сметанине Василия Захаровича. Он родился в 1915 году и был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года. Согласно наградному листу, он проявил себя очень мужественно и достойно, как писал его командир. В марте 1944 года на Чудском озере мой прадед уничтожил более 30 фашистов. Когда закончились патроны, он из своей винтовки уничтожил еще 17 гитлеровцев. В рукопашном бою он захватил в плен немца. Он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны первой степени. Я очень сильно горжусь своим дедом, и я рад, что являюсь его потомком.